Прывітанне ўсім слухачам Еўрарадыё. Мы ў жывым эфіры. Глядзець трансляцыю з нашай студыі можна ў нашых аккаунтах у сацыяльных сетках Facebook, ВКонтакте і Аднакласніцы. Гэта стартапніца, новы сумесны праект Еўрарадыё і сайта bel.biz. Галоўны рэдактар BelBiz Юлія Няхай у нашай студыі. Прывітанне, Юлія. Прывітанне, Павел. І наша госця, гэта фінансавы аналітык Юлія Лакаткова. Прывітанне, Юлія. Анансаваная была размова пра акселерацыю ў Польшчы, па гід па вулічных музыках і пра тамагочы Пінкфін. Гэта праекты, якімі Юлія і яе каманда займаюцца. Але першае пытанне, Юлія, будзе такое: з чаго вы пачыналі ўсё ж такі, да? Што было, якія прыступачкі праходзілі да таго, як заняцца стартапамі? Как ни странно, я была журналистом. Что тут дивно? Работала в узкой тематике, это банки и финансы. Соответственно, получала разностороннюю информацию от экспертов на рынке и от коллег по цеху. А в какой-то момент поняла, что хочу открыть свой бизнес. Предпринимательская жилка где-то заиграла. Так появился проект WeberiBuy, который сейчас самостоятельный бизнес, финансовый портал «Лидогенератор». А уже после, когда WeberiBuy более-менее подрос, я случайно, опять-таки, как журналист, попала на финтех-хакатон в Имагуру. И вот так вот все началось. Сначала участвовала в чужой команде, а потом поняла, что есть свои идеи. То бок ёсць доля выпадковасці такой у тым, што адбылося. Лёс склаўся так? Ну, говорят, что все не случайно, конечно, но да, так сложилось. Як вы лічыце, Юлія, вось гэты шлях быць, займацца нейкай сферай, да, от быць у ёй глыбока і пасля пайсці у свой праект. Гэта не нейкі традыцыйны такі шлях, ці гэта ўсё ж такі выключэнне, і сёння стартапы з'яўляюцца абсалютна іншым чынам. Не ведаю, прыходзяць, збіраюцца 5 чалавек на хакатоне, прыдумляюць нейкую ідэю, пушаць яе, і далей ўсё ў іх пачынаецца так вот лёгка і проста. Наперед до славы. Я все-таки думаю, что, наверное, есть какой-то элемент фатализма в этом всем, потому что, в принципе, чтобы сделать стартап, надо быть предпринимателями прежде всего, потому что просто написать какой-то программный код здесь не работает. Я думаю, таких проектов много, но они потом не выстреливают и не развиваются. Поэтому прежде всего, да, наличие этого стремления к независимости и предпринимательству. А калі вы вось адчулі сябе прадпрымальнікам? То бок я разумею, быў пэўны перыяд, ну, мовна кажучы, працы на дзядзю, да, як гэта называецца у нас, ну, можа, это была цёця, але ну, ёсць такі ўстойлівы выраз, да? Вось што было для вас, не ведаю, сігналам, триггером? На самом деле у меня была очень короткая карьера и работа на дядю. Я занималась развитием финансового портала MyFinBuy, и мы до сих пор очень дружим. Но вот, наверное, посмотрев на ребят, заразившись их энтузиазмом и понимая, что я тоже хочу быть лицом, принимающим решения и решать за себя, идти по собственному пути, вот, наверное, там, на Майфине это и родилось. То бок, ну, што было дамінуючай эмоцыяй? Гэта было нежаданне некаму падпарадкоўвацца, гэта былі свае ідэі ў галаве, ці, не ведаю, нейкі сум ад таго, што адбываецца ў жыцці, там, усведомление того, что яшчэ 20 годов так, и все, и жыццё скончится. Да, конечно, это нежелание подчиняться, в первую очередь для меня, а во-вторых, ну, наличие своего какого-то видения, как можно сделать и куда идти. Ну, к тому же мобильная сфера в то время только начинала бурно развиваться, а финтех вообще, вот это был первый раз, когда он в Беларуси зазвучал благодаря Имагуру, и хотелось в это окунуться, пойти за этим направлением, ну и по возможности заслужить какое-то место на пьедестале.
Юлія, а вось это ўжо пытанне да Юліі. Да. Няхай, хаця Юлія сама тут, в прынцыпе, для того, каб задаваць пытанні. Не забывайце пра это. А вы ў сябе вось не адчуваеце такую прадпрымальніцкую жилку? Знаете, да. Вот когда я пришла работать в Амагуру, ты видишь такое количество предпринимателей, что это, если ты сам параллельно что-то не предпринимаешь, то уже даже чувствуешься каким-то немножко ущербным. Ну, я говорю это совершенно вот честно. И, Як вы живете? Что? Як вы живете так? Ну, вот рефлексирую, да. У меня как раз-таки появилась такая, собственно, идея небольшая, я вот ее сейчас прорабатываю. И я еще хотела вот что сказать. Юля описывает, ну, это какие-то общие такие фразы, но при этом, если задуматься, стартаперы, они отличаются сильно от таких традиционных предпринимателей, как мы привыкли, потому что иногда стартаперы, я даже когда вот смотрю на них, я, извините, вспоминаю конкурс «Утренняя звезда», потому что стартаперы питчат, они должны понравиться инвесторам, они должны зарядить свою команду, они должны найти силы работать, когда нет денег, когда нет клиентов и прочее, прочее. Это огромные внутренние резервы. Поэтому, ну, это... Юля, расскажи вот об этой стороне стартаперства. Але ў Юлі першы праект быў не стартаперскі. Гэта ўсё ж такі быў сайт, ну, я так разумею, тем не менее, в любом случае... Больше традиционный вариант все ж таки. Нет, наверное, тогда Выбери.Бай был не таким уже традиционным. MyFin был единственным порталом, который работал по такой бизнес-модели. Мы сделали что-то похожее, но фактически клонировав и попытавшись составить конкуренцию. И камин-аут отбылся только что в эфире. Мы клонировали MyFin.Бай. Нет, ну, сама идея была не нова, то есть портал-агрегатор, но... Расскажите, дальше, что такое лидогенерация? Вот что это за бизнес-схема? Лидогенерация — это достаточно прозрачная бизнес-модель, при которой портал получает деньги от заказчика, ну, в нашем случае это банки, только если он приводит клиентов. Платят вот за конкретного человека, который делает какое-то полезное действие, например, оформляет банковский продукт. То бок ёсць нейкі пералік прапановаў, і калі чалавек з вашага сайта пераходзіць на, напрыклад, на сайт банка і заключае дамову, а як гэта адсочваецца? Вось мне заўжды было цікава. Я ж магу прыйсці, пасля сысці, але пасля пад уплывам таго ж Выбери.Бай все ж таки нейкую дамову заключыць. А як про это даведаецца банк, ці вы? На самом деле здесь не о переходах речь на сайт банка, а о том, чтобы заполнить заявку прямо на портале-генераторе и никуда не уходить. Поэтому сайт должен быть привлекательный, простой, понятный, должна быть очень полезная информация. Все, чтобы мотивировать пользователя никуда не уходить, а прямо вот горячий лид передать в банк. Ну, банк, соответственно, должен как можно скорее связаться с клиентом и не потерять его. Вот такая вот схема. И какое-то время Выбери.Бай он тоже был стартапом, потому что он открывался за, собственно, накопления, которые делались там годами. Какое-то время он не приносил прибыли, чтобы вырасти и стать заметным, прошло года 2, поэтому все, что переживает классический стартап, он тоже пережил, но, к счастью, уже вырос, успешный и работающий бизнес. Чым вы рызыкнули? Вось цікавае пытанне, да? Накопления, которые рабіліся годами. Продали машину, квартиру, не ведаете, до такого не дошло. Не дошло, ремонт затянулся. Но так, в принципе, это была отдельная статья накоплений. Я, в принципе, всегда хотела что-то открыть свое. Правда, перед Выбери.Бай были очень разные идеи, там, например, заняться выращиванием чая в Беларуси, травяной упаковкой, там, маркетингом и так далее. Не шкодуете, что с горбатой не склалось? Нет, пока не жалею. Один знакомый сказал, что лучше строить бизнес на тех компетенциях, которыми ты обладаешь. Вот это абсолютно верный совет. И на тот момент я обладала сильными компетенциями финансовой журналистики, в коммуникациях с банками. Вот, собственно говоря, дальше эти компетенции сейчас развиваются, и это была верная ставка. Сябры, нам час перарвацца на кароткі выпуск навінаў і музычную паузу. У студыі Еўрарадыё фінансавы аналітык Юлія Лакаткова, таксама галоўны рэдактар сайта bel.biz
Юлія Нехай, гэта стартапніца. Мы размаўляем пра цікавыя бізнес-праекты дзёржскіх маладых прадпрымальнікаў і інвестараў, якія ў іх вераць. Пачуемся праз некалькі мінут. Еўрарадыё. Лаві нас кожны будні дзень на FM. Раніцай о 6 і ўвечары о 23. У Гродні на хвалях радыёрацыя 98,1 FM. У Брэсце 99,2 FM. Даведайся пра галоўныя падзеі дня з праграмаў «Петарда» і «Еўразум». Слухай «Еўразум» з панядзелка па пятніцу о 18, а «Петарду» о 20. Нон-стоп наш эфир доступны у интернете по адресе euraradio.fm и euraradio.by. Слухай «Еўрарадыё» праз спадарожнік «Астра 4А». Абяцаем альтэрнатыўную музыку, свежыя навіны ды эксклюзіўныя рэпартажы. Долучайся до нас у социальных сетках. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю, Ліза Кучаравая пры мікрафоне. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Лукашенко і Пуцін дамовіліся праз тэлефон пра будучыя сустрэчы. Як падкрэслівае прэс-служба беларускага кіраўніка, ініцыятыва гэтай размовы сыходзіла з расійскага боку. Старшыня Беларусі, былы кіраўнік белтэлерадыёкампаніі Геннадзь Давыдзька падчас інтэрв'ю ў праграме «Маркаў. Нічога асабістага» на тэлеканале АНТ выказаўся наконт справы Коржыча, пры гэтым не называючы прозвішча загінулага вайскоўца. Вот армия. Что-то там случилось за 7 дверями. Одна мать узнала о трагедии своего сына, да? Политологи армейские, можно так их назвать. Они почему-то замалчивают какую-то ситуацию. Долго не замолчишь эту ситуацию. Вот всплыло. Заявіў Давыдзька, каментуючы праблему з прызывам у войска. Нагадаю, што па справе Коржыча сяржантам Яўгену Барановскаму, Антону Вяжэвічу і Агуру Скуратовічу далі 9, 7 і 6 гадоў пазбаўлення волі адпаведна. Суд палічыў, што сваімі дзеяннямі яны справакавалі самагубства падначаленага ім Аляксандра Коржыча. Маці загінулага Святлана Коржыч не верыць у версію суіцыда сына і будзе дамагацца сустрэчы з Аляксандрам Лукашенкам. Лявон Вольскі абвесціў краундфаундынг на новы студыйны альбом «Гравітацыя». Сёння музыка звярнуўся да слухачоў з просьбай дапамагчы пакрыць выдаткі на запіс гэтага праекта, які стане заключнай часткай трылогіі, распачатай дыскамі «Грамадазнаўства» і «Псіхасаматыка». Як падтрымаць Лявона, чытайце на euraраdio.fm. Адразу пасля выпуску навінам мы працягнем праграму «Стартапніца» пра дзёржскіх маладых прадпрымальнікаў. У нашай студыі фінансавы аналітык Юлія Лакаткова. Заставайцеся разам з намі. euraradio.fm. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта стартапніца, новы праект Еўрарадыё і сайта bel.biz пра дзёржскіх маладых прадпрымальнікаў і інвестараў, якія ў іх вераць. У студыі галоўны рэдактар Белбіз Юлія Нехай. Яшчэ раз прывітанне, Юлія. Привет. Хто забыўся. І фінансавы аналітык Юлія Лакаткова. Прывітанне яшчэ раз, Юлія. Привет. І зараз мы нарэшце всю мы падрыхтоўчую працу правялі ад каранёў, да, пагаворым пра тое, чым вы займаецеся зараз. Хаця я так разумею, што вы Бельбай таксама, да, але змясцілася крыху вось гэта актыўнасць у рэчышчы такіх больш стартапістых стартапаў. Да, именно. Что такое Pinkfin? И почему это стартап, в отличие от «Выбери Бай»? Pinkfin — это проект, который мы запустили первым среди наших стартапов. Сама идея — это создать удобный и автоматизированный полностью финансовый помощник, который мог бы подсказать людям, сколько у них денег сейчас есть, кому они что должны, когда надо вернуть, какие остатки на банковских картах. Ну, сама идея, она, конечно, родилась из практики, практически решала мою собственную боль, потому что у меня много карточек разных банков, и всегда сложно вспомнить, где деньги были, где уже закончились, всякие неловкие моменты на кассах, когда рассчитываешься. Ну, оказалось, что проблема не только у меня, и мы попробовали ее немножечко порешать. В итоге победили в финтех-хакатоне,
познакомились... В стартап-хабе Имагуру. Да, в стартап-хабе Имагуру, конечно. Где же еще? Имагуру нас наградил поездкой на Слаш Хельсинки. Я помню, тогда мы очень расстроились, что хакатон был в июне, а поездка в декабре. Но на самом деле это сыграло очень важную роль. Вот этой дистанции, которую мы знали, надо пройти, мы поедем, а команда была новая и незнакомая. И вот дождавшись декабря, посмотрев, какой размах у проекта Слаш в Хельсинки, вообще вдохновившись, зарядившись, мы вернулись и продолжили активную работу. Сделали вроде бы неплохой продукт. Уже в Беларуси его скачало 50 тысяч пользователей. Уже 50 тысяч? Да. То есть, когда мы общались с тобой в марте, у вас было 10 тысяч? Ну, в марте, так как уже конец года. 50 тысяч, ну, прилично. Да. Такой рост. Наколькі гэта традыцыйна? Вось прыдумляеце ідэю. Ну, мяне цікавіць сам працэс, як кажуць, да? І пачынаеце ездзіць па розных хакатонах, акселератарах і гэтак далей. Наколькі гэта звычайна, да? І ці няма тут такога моманту, як трэба прыдумаць ідэю, каб паездзіць па хакатонах і акселератарах, да? Ну это ж цікава, да? Там пазнаёміўся з нейкімі цікавымі людзьмі, добра правёў час, да? Там пазнаёміўся, такі турызм. И так увесь час он ездить, а кто работать будет? Да, то бок что больш важно, ездить по хакатонах и стартапах ці развивать проект? На самом деле Паша очень прав. Мне кажется, в комьюнити много ребят, которые занимаются стартап-туризмом, но, наверное, в моем случае это было не актуально, потому что уже был действующий бизнес, и ему надо было уделять время, а отрывать от него время на стартап-туризм точно я была не готова. Поэтому Pinkfin сразу задумывался как серьезный бизнес, тоже как-то пересекающийся с наработанным опытом в Выбери-Бай. Ну, по крайней мере, связи с банками уже были белорусскими, и это определенно на начальном уровне помогло. Вот. Мы не стартап-туристы. Но, тем не менее, вы проходили акселерацию в Польше, расскажи об этом. То есть, что такое акселератор? Мы в прошлый раз пытались немножко затронуть эту тему. Вот, но не очень подробно. То есть почему в целом стартапы стремятся попасть в акселераторы, какие возможности он дает? Мы, кстати, вот не очень стремились попасть в акселератор, потому что было какое-то такое понимание, что в акселерации нас начнут учить с нуля, а мы вроде бы уже не такие юные, и уже был бизнес, и вроде бы я маркетолог по образованию практикующий, все было понятно в продукте, в концепции. Вот мы 1,5 года упирались, что акселераторы нам не нужны, сходили на Техминск, получили там какой-то объем знаний, уже поставили себе галочку, были в акселераторе. Что касается Польши, ну, здесь был вообще выбор сделан, потому что белорусский рынок мы уже тогда освоили, и нам было интересно идти в Россию или идти в Европу в ближайшие 2 года. Поэтому была отличная возможность протестировать рынок, и мы были целевым стартапом для HugeSync, в который мы попали. Что такое акселератор? Ну, это прежде всего комьюнити и очень глобальный нетворкинг. В принципе, за 4 месяца, которые мы находились в Польше, была возможность встретиться с кем угодно, с любой корпорацией, компанией, представленной в Польше и не представленной в Польше. Очень много было возможностей, даже, я бы сказала, слишком много, чтобы их все правильно применить. Ну и дополнительная возможность для стартапов — это, конечно, финансирование. HugeSync — это equity-free акселератор. То есть он не берет денег? Да, он доли не берет. Соответственно, ну, что может чувствовать стартап в таком случае? Только безмерное счастье, потому что в глубине души стартапы думают, как бы там не поделиться ни с кем своей долей. Ну, на самом деле свои есть плюсы и минусы в equity-free акселераторах. Для нас HugeSync — это был очень классный опыт, новый, на новом рынке, где-то сложный, там даже открыть компанию в Польше — это, ну,
тот еще квест для белоруса. Какие минусы у equity-free акселераторов? На мой взгляд, equity-free акселераторы, они, конечно, прекрасно и стараются, ну, мало того, что деньги вам дают, они стараются и нетворкинг качественный дать, но они потом вас отпускают и ничего от вас не требуют. А когда от вас ничего не требуют, вы можете расслабиться. Ну, может быть, с нами этого не случилось, к счастью, потому что, ну, изначально настроение было такое бизнесовое. Но многие ребята, которые заканчивали акселератор вместе с нами, ну, вроде я не видела, чтобы проекты выходили на рынок. Они просто зникли. Ну, ці повольно не ну, не спеша, там. Да, где-то не спеша, может быть, развиваются, а когда акселератор берет долю в проекте, он становится партнером, и как партнер он требует... Он зацікаўлены ў тым, Да. как проект развивался и пачаў калі-небудзь приносить прибыток. И как можно раньше желательно. Еще такой момент, насколько я помню, акселерация в HugeSync, она очень помогла вам в плане возможных новых бизнес-моделей. Вот расскажи подробнее об этом вообще, как стартап выходит на бизнес-модель. То есть, конечно, у фаундера есть какая-то идея. Он говорит, вот я буду делать. А потом он выходит на рынок и понимает, например, что идея не работает, твой продукт никому не нужен. Или он видит, что зарабатывать можно, вернее, даже нужно на другом чем-то. Вот расскажи о том, как вообще меняется вот эта вот идея в плане бизнес-модели и к чему пришли вы благодаря HugeSync. На самом деле я часто замечаю вот на новых хакатонах, когда ребята приходят, у них есть идея, ты спрашиваешь, а зарабатывать на чем будем? Они даже не понимают, что зарабатывать-то надо в принципе. Мы, конечно, делали Pinkfin, четко понимая, на чем мы будем зарабатывать. Мы думали, что это будет такая мобильная лидогенерация, как в Uberbuy, но только в мобильном. Это там легче сконвертировать, проще донести до пользователя. Но То бок разом з сервісам па ўліку розных фінансаў падсоўваць паціху вот так вот. Ну, не то чтобы подсовывать, а рекомендовать, основываясь на каких-то более глобальных данных, потому что когда ты видишь картину там, финансового учета человека, ты знаешь, что ему нужно вклад, кредит, там какая карта, в зависимости от того финансового поведения. То есть мы хотели как лучше, но это оказалось не самая масштабируемая бизнес-модель, то есть определенно она может работать в Беларуси, но если выходить на новый рынок, она упиралась в заключение прямых договоров с банками и так далее. Ну, то есть были свои сложности, и надо было слишком быстро наращивать аудиторию, чтобы больше и больше давать заявок. Поэтому... То бок вы якраз і апынуліся ў такой сітуацыі, прабачце, што перабіваю, калі вы планавалі зарабляць на адным, але высветлілі, што ёсць перашкоды. Добра, якое новые и лучшие возможности. Да, тут скорее не столько препятствия для этой бизнес-модели, сколько видение более глобальной и уникальной бизнес-модели. То есть, в принципе, уже лидогенерацией никого не удивишь, но в Польше нам подсказали, что удивить можно данными. Естественно, Pinkfin получает доступ к информации о расходах и доходах пользователей, и если эту информацию использовать в статистических целях, то она может быть очень интересна, например, ритейлерам, тем, кто оказывает услуги в рознице, продает товары, консалтинговым агентствам, которые оценивают рынки. Так, собственно, в Польше под менторством местных экспертов мы пришли к тому, что должны больше работать с данными, ну и начали трепетно их складировать и накапливать. А можна які-небудзь прыклад таго, як гэта працуе? Да, конечно. Для пользователя ничего не поменялось, он как оптимизировал свои расходы с помощью Pinkfin, так и оптимизирует. Данные все обезличиваются, ну, и фактически мы получаем информацию о том, что вот в этой торговой точке кто-то, неважно кто, потратил 3 рубля и отнес это к категории «еда». Следующий человек в этой торговой точке потратил 80 рублей и отнес к категории «подарки» и частично «одежда». Так, агрегируя конкретных людей, конкретную торговую точку и привязанные к ней расходы, можно посчитать средний чек этой торговой точки. А, например, можно поглядеть, откуда гэтыя люди приехали?
і калі гэтыя людзі прыязджаюць з нейкага месца і трацяць у іншым нейкім месцы грошы на падарункі, можна зрабіць выснову, што ў тым месцы, дзе яны жывуць, няма кропкі з падарункамі, да? І значыцца там ёсць нейкая ніша. Да, совершенно верно. Да. И вот расскажи, на каком сейчас свете эта идея с дата-сейл? Ну, она уже не то чтобы на свете, она уже была презентована на JeffBuy в рамках Всемирной недели предпринимательства, и надо сказать, что привлекла... Проект называется? Проект называется Open Business. Ну, все говорит само за себя, открытый бизнес. Действительно, мы сразу привлекли к себе внимание, начиная от каких-то запросов на первый отчет или доступ к платформе онлайн, заканчивая там, даже какими-то кулуарными разговорами, а сколько вам надо денег, чтобы выйти на следующий рынок. Там, следующий рынок — это может быть Россия или, допустим, Прибалтика, Скандинавия. Ну, у нас тоже есть свое видение и варианты. А зараз вы на белорусском рынку ці на Беларусь, польскім? Россия. А я вось, ну... Как мы из Польши переместились опять в Беларусь? Ну, я не чакаў, потому что польскі рынок, як мне падаецца, ён ну, реально больше за беларускі, і там вось якраз для таких дадзеных ну, есть простора. Там уже есть просто стартапы, якія аккумулируются? Нет, там нету стартапов, которые делают аналогичные продукты. Когда мы были в Польше, мы рассчитывали на то, что там вступит в силу так называемая директива PSD2, но на момент нашего нахождения там она-то в силу вступила, но банки еще были не готовы предоставлять Open API на коммерческой основе. То есть нельзя было подключиться к сразу нескольким банкам, а в Польше их более 40, чтобы получать полную картину. Подключиться к кому-то одному — это не совсем правильно, то есть будут искаженные данные, потому что в Беларуси мы охватываем все банки, в России более 30 банков, то есть, ну, это совсем другая картина информационная, и было бы неверно работать с кем-то одним. Соответственно, пока мы ждем, что в Польше все заработает, система готова, да, по сути, только приехать подключиться, тем более мы польская компания, и тем временем есть огромный российский рынок и Беларусь, которая тоже центр Европы, кстати. Безусловно. Итак, вот Open Business, как он вписывается? Он работает в одной экосистеме с Pinkfin? Или вы как-то планируете Pinkfin уже менять, создавать на базе его какую-то масштабную платформу? Можно просто переименовать. Нет, на самом деле это один продукт, он позиционируется как B2B2C, то есть бизнес, там есть и бизнес-часть, и часть розничная. Соответственно, наша бизнес-часть — это Open Business, а розничная часть — это Pinkfin. Вот разные бренды с вообще разным значением и подачей. Pinkfin, он такой милый тамагочи, а Open Business — это вот для серьезных компаний. И как вы планируете масштабировать? То есть вы хотите опять идти в какой-то акселератор, либо достигнуть уровня продаж и попытаться подружиться с венчурным фондом? То есть да, мы планируем достигнуть первых продаж, ну уже не первых, уже продажи есть. Хотим посмотреть все-таки, как, ну, насколько мы можем их расширить здесь на белорусском рынке, и да, идти к венчурным фондам. Юлія, ну задам, може бути, таке глупе питання, але ці можна ўжо зараз, працуючы над гэтым праектам, ну, існаваць, умоўна кажучы, ну, не працаваць нідзе ў іншым месцы, там, ну, ці прыносіць ён сродкі для таго, каб, ну, нешта я забыл, то все. Уехать в Go куда-нибудь? Ну, например, да. Нет, Pinkfin еще не прибыльный проект, но поскольку у нас был грант, мы в него не инвестируем личные средства, и до сих пор грант у нас... Тут такая модель, да? Стартап не отбирая, але и не приносит прибыль. Да, но мы видим однозначно, где находится та точка, в которой мы начнем зарабатывать. Мы ее уже достигли, и сейчас как раз этап первых продаж. Сябры, нам час
перарвацца яшчэ на одну паузу, пасля якой мы працягнем гэты эфір, а працягнем мы яго ў першую чаргу таму, што пра праект, так бы мовіць, матэрыяльны для цела мы пагаварыць паспелі, а пра стартап гід па вулічных музыках Street Voices, ну, я так разумею, это праект для душы, уже, да, пагаварыць не паспелі. Таму працягнем гэтую размову пасля выпуска навінавай кароткай музычнай паўзы. Не пераключайцеся, заставайцеся на Еўрарадыё. Уключыся ў час. Еўрарадыё. Неістотна, дзеды не існуюць межы пад адкрытым небам. Нашыя з табой краіны Беларусь ды Украіна. Неістотна, дзеды не існуюць межы пад адкрытым небам. Нашыя з табой краіны Беларусь ды Украіна. Хто мы такія? Вось гэта пытанне. Мы рок-н-рол эксперыментальны, альтэрнатыва нам ад вайна вуз. Гэта сцяна адкуль фром Беларусь. А дзе мы? У нашых шаноўных друзів. Нам уже добра, яшчэ лепей будзе. Навошта ў свеце існуюць сябры, каб перакуліць гэты свет да гары. І не істотна ад цябе да мяне, колькі там гарадоў і колькі км, бо ніколі дарогі нас не засмучалі і межы не вартыя нашай увагі. Адзінае паветра, адзінае неба, адзіны час. Што яшчэ трэба? Гэтая адзіная наша планета. Тут усё проста, памятай гэта. Неістотна, дзеды не існуюць межы пад адкрытым небам. Нашыя з табой краіны Беларусь ды Украіна. Неістотна, дзеды не існуюць межы пад адкрытым небам. Нашыя з табой... Еўрарадыё. Час ведаць, што адбываецца. Вітаю вас на хвалях Еўрарадыё. Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. Запрашаю на кароткі інфармацыйны выпуск навінаў. Настаўніцу Алену з музычнай школы ў вёсцы Падлабенні на Гродзеншчыне, якая праводзіла заняткі ў класе без святла і распавяла пра гэта ў сацыяльных сетках, пасля розгаласу ў СМІ пакінулі на працы, паведамляе Радыё Свабода. Больш за тое, у школе нарэшце праводзіць святло. Нагадаю, што фота, дзе дзеці займаюцца нотай пісьменнасцю пры ліхтарыках, трапіла ў сеціва 13 лістапада. Праз дзень стала вядома, што настаўніцу Алену, якая рабіла здымкі, выклікалі ў райвыканкам. У той жа дзень яна напісала заяву аб звальненні. Аднак пазней журналістам Тутбая паведамілі, што настаўніцу звальняць не збіраюцца. Маўляў, з ёй толькі была праведзеная гутарка. Скандальная вядомая Ірына Дрыга, якая нядаўна была звольнена з пасады першай намесніцы міністра культуры, не застанецца працаваць у ведамстве. Гэта вынікае з пастановы Саўміна нумар 817. У дакуменце гаворыцца, што Дрыга, як і іншыя звольненыя намеснікі міністра, вызваленыя ў сувязі з пераводам да другога наймальніка. Ірына Дрыга найбольш шырокую вядомасць атрымала ў сувязі з разнастайнымі скандаламі ў сферы культуры. Менавіта подпіс гэтай чыноўніцы стаяў пад дакументам аб скарачэнні ахоўных межаў курапатаў, месцаў масавых расстрэлаў у сталінскія часы. Адразу пасля выпуску навінаў мы, дарэчы, працягнем праграму «Стартапніца», прадзёрскія маладыя прадпрымальнікаў, якія працуюць у Беларусі. Таму заставайцеся на нашых хвалях. А я дадам колькі словаў пра надвор'е. На суботу будзе пераменная воблачнасць і пераважна без ападкаў. Дзённая тэмпература паветра па краіне будзе вагацца ад -2 да 4 са знакам плюс. Заставайцеся з намі. Еўрарадыё.фм. Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Гэта «Стартапніца», наш новы праект з сайтам Белбіз пра прадпрымальнікаў і інвестараў. У трэці раз сумна ўжо казаць пра гэта, таму закругляем інтрадукцыю. Спыніліся мы на тым, што акрамя фінансавага тамагочы Пінкфін у каманды, у якой працуе наша госця Юлія Лакаткова, ёсць гід па вулічных музыках Street Voices. Які праект быў першым? Вы адклалі Street Voices, каб займацца Пінкфінам, ці гэта адбылося нейкім іншым чынам? Как неудивительно, это случилось параллельно. Было две идеи, абсолютно разные, не взаимосвязанные между собой. И первой мы начали реализовывать все-таки Пинкфин, по крайней мере, команда Пинкфина сложилась первой. Но идея про уличных музыкантов меня не отпускала, к тому же это было лето, уличных музыкантов было много, я не могла им платить, потому что не пользуюсь кэшем как таковым в
в принципе, наличные с собой не ношу. И так случилось, что нашлись ребята во вторую команду, проекты начали развиваться параллельно. Многие говорили, что это неправильно, потому что фаундер должен быть вовлечен глубоко в один проект. Мы старались как-то припудрить то, что я фаундер все-таки в 2 проектах, старалась делегировать полномочия в Street Voices другим ребятам, но вот сейчас, когда уже прошло 2 года, все-таки в обоих стартапах я занимаю, наверное, позицию именно основного координатора. То бок мэта Street Voices гэта стаць нейкай лічбавай амбасадай вулічных музыкаў, да, прадставіць іх у прыкладанні, каб ім можна было плаціць грошы карткай, лічбавым банкам уличных музыков? На самом деле не банком. Здесь просто цель создать сервис, который помогал бы начинающим музыкантам. Здесь мы говорим не только про уличных, но и про тех, кто в клубах выступает, кто не лейблы. Ваши лейблы не подгребли под себя, да? Нет, пока не планируем. Помочь начинающим артистам, музыкантам, это могут быть и уличные театры, и фаерщики, неважно, то есть артисты в широком смысле слова, помочь им расти в плане популярности и, конечно, финансово, потому что как бы люди творчества не отрицали вклад денег в развитие этого же творчества, наличие финансов очень важно. А мы, работая в финтехе, точно знаем, что безнал завоевывает мир, и это проблема. Як гэта адбываецца? Што стартап прапануе вулічную музыку? Street Voices — это приложение, которое, с одной стороны, объединяет музыкантов в комьюнити. Музыканты могут создавать свои афиши. Допустим, решил выйти поиграть на этом углу, вышел, поставил чек-ин, поиграл. Ну, пока ты играешь, тебя видят с другой стороны слушатели, то есть все подписчики приложения видят, что вот ты там играешь. Отрывать некий пушап там. Да, да, конечно. Видят, что сейчас проходит концерт, можно прийти и, допустим, послушать живую музыку. Причем это можно сделать в удобное время, бесплатно, расплатившись потом в той мере, в которой каждый для себя определяет сам. Ну и вопрос с оплатой приложение тоже решает, поскольку очень много безнала, и в Беларуси уже много, а в странах Скандинавии вообще наличных денег практически не осталось. Приложение предполагает прямую оплату с карты спонсора на карту музыканта. Это все делается в один клик, и мы надеемся, что будет очень легко, нативно. Действительно, ребята смогут увеличить поступление денежных средств, пускать их на свое развитие. Ну, наколькі я разумею палітыку Нацбанка Беларусі, мы таксама рухаемся ў бок таго, каб кэшу стало як мага менш, і большая частка платежоў адбывалася безнаяўным способом. А можно я вопрос задам? Краска. Да, мне вот интересно все-таки, чтобы ты рассказала по поводу рыночных перспектив Street Voices и вашей вообще стратегии продвижения. Потому что, с одной стороны, да, круто, что вот музыкант может получить деньги таким способом. Но это круто лишь в том случае, если у проходящего вот человека по улице у него тоже установлено приложение. Нет? Нет, как? Не всегда так. Есть сценарий, когда ты проходишь мимо музыканта, у тебя нет приложения. В этом случае музыканты, заинтересованные в приеме дополнительных платежей, могут распечатать QR, который ведет прямо на их платежную страницу. То есть можно в веб-браузере открывать, не надо скачивать приложение, все, ты заплатил и пошел дальше. То есть мы считаем, что устанавливать приложение пока что первое время будут прямо фанаты, вот, которые следят за какой-то группой. Такие есть? Да, конечно. Есть уличные музыканты с миллионами подписчиков, и люди ездят за ними по миру. Вот, когда они пишут в Фейсбуке там у себя на стене «я буду играть там-то», но это вот настолько ломает пользовательский опыт, когда тебе надо заходить, чтобы узнать, ты же не будешь несколько страниц посещать, чтобы узнать, какой из музыкантов Минска сегодня будет играть вот где-то там. Поэтому то, что в приложении можно увидеть всех этих музыкантов в лайв-режиме прямо сейчас на карте, оно, конечно, тоже создаст определенный комфорт для слушателей. И тем не менее, вот твоя стратегия продвижения, вот
Как маркетолог, расскажи. Мы понимаем, что приложение новое и что аналогов нету, в отличие от Пингфина. Что мы сейчас делаем? Ну, работа над продуктом практически завершена, то есть он уже в доступе, его скачивают, но маркетплейс любой — это большой вызов. Надо и музыкантов одновременно привлекать, и слушателей. Поэтому наши ближайшие идеи — это провести что-то вроде небольшого конкурса с существенным денежным призом на вовлечение аудитории. То есть музыканты устанавливают, создают свои события, привлекают своих фанатов. Для музыкантов это однозначно плюс, потому что они получают там платежи в приложении. Я думаю, фанаты обязательно попробуют и поддержат. Ну, а тот, кто будет самым активным и выполнит условия конкурса, тот получит деньги, которых хватит на запись, ну, точно нескольких синглов или небольшого альбома. А вось мне здаецца, што Street Voices — гэта крутая назва для фестываля, вот такого офлайновага, ну, да, со сценай, это да, тоже... з музыкамі, якія па чарзе выходзяць з людзьмі, з хот-догамі там недзе па краях. Вот Street Voices — гэта да, фестивальное продвижение мы тоже предполагаем ближе к весне. Ну, и да, думаем, что в Минске будет один из фестивалей. Угу. А можно еще вопрос? Да. Можешь не просить дозволу. Да. У меня вопрос такой. Мы вот когда прерывались на небольшую паузу, я спросила по поводу команд. То есть вот эти, по факту у тебя сейчас вообще 4 компании, 3 из них стартапы, и это все разные команды. А ты в этих всех проектах кофаундер, то есть у тебя есть партнеры. Но тем не менее, вот как ты все это вот балансируешь между этими проектами? Сколько у тебя времени занимает в неделю? Допустим, Кирилл Голуб, наш прошлый гость, он сказал, что работа с венчурными инвестициями, вот погружение в всю тематику, работа как бизнес-ангела, у него занимает где-то 20 часов в неделю, он сказал. Вот. Плюс до працы, якую ён да, вядзе, плюс як та работа, которая у него есть, да. айтишных компаний. Да, и вот как у тебя все это дело выглядит? Выберибай на самом деле уже полностью отстроен, там есть четкие бизнес-процессы, все полномочия делегированы, и, наверное, в среднем 1 час в день я ему посвящаю. Так вот проверить, что все живы, никто не заболел, никого не надо подменить там, и переформатировать какие-то процессы. А сколько человек работает над Выберибай? Там уже человек 20. Ну, там большая очень именно с точки зрения бизнес-модели работа. У нас есть контакт-центр отдельный, только контакт-центр 1000 человек. Поэтому Выберибай занимает очень мало времени. Пингфин со Street Voices паритетно делят права. И бывает по-разному. Допустим, сейчас Street Voices находится в акселерации в TH и здесь, в Минске. Конечно, много времени занимает, потому что у акселераторов есть свои мероприятия, есть отчетность. Допустим, мы ходили питчить на Всемирную неделю предпринимательства. Это презентация, подготовка. С другой стороны, Open Business там стоял со стендом. Это тоже роллапы, рекламная продукция. Ну, получается, где-то остальное время 50/50 делится между ними. Ну, я думаю, что не менее 20 часов в неделю получает каждый. Но это при том, что рабочий день у меня не нормирован и заканчивается ближе к 2 часам ночи. А коли вы спите? С 2 до 6. Да. У Юли еще семья есть и ребенок. І чамусьці іх не назвалі у пераліку. Ну, відаць, все ж таки, это не стартапы, а нейкія стратэгічныя праекты, вось, з якімі выхады не плануецца, скажем так. Однозначно. Вось. Ну што, яшчэ мы крануліся падчас перапынку таго, што Street Voices таксама прагучалі на сусветным тыдні прадпрымальніцтва, які зараз сканчаецца ў Мінску, але не так паспяхова, як я зразумеў, як Пингфин, ну, а дакладней Open Business. Open Business, так. Ну,
Тут Что это было? Сложно судить о степени успешности, потому что два разных формата. Конечно, мы рассчитывали, не то, что мы рассчитывали, что нас выберут в Лондон, и мы туда попадем. Лондон — это просто для нас стратегический город. Однозначно музыкальная комьюнити Лондона, так или иначе, мы до него доберемся. Просто придется сделать это за свой счет. В уличной музыке Лондона чакайте Street Voices. Да, там им раздают терминалы пока, а мы приедем вот с мобильным приложением и все сделаем удобно. Юлія, вось калі вы дакладней так, ці шмат вы рэфлексіруеце, калі нешта не атрымліваецца, як гэта адбываецца? Як у вас выглядае праца над памылкамі, калі яны здараюцца? Ну вось Street Voices спічылі і не атрымалася. Что вы себе сказали после этого? Наверное, я подумала, что надо еще больше попрактиковаться в английском, потому что, несмотря на то, что мы жили в Польше, и там было все на английском, определенно у белорусских стартаперов, особенно у меня, есть проблема со свободным английским, да. По-английски, так. Но питчи, как правило, отрепетированы, и, в принципе, жить можно, однозначно меня поняли. Вообще, с точки зрения Street Voices, это такой продукт, который будет очень постепенно завоевывать аудиторию, потому что многие инвесторы или акселераторы, они смотрят на него и спрашивают, а есть ли рынок? То есть рынок уличных музыкантов или начинающих? Вот. Я думаю, что нам придется повоевать, побороться за то, чтобы доказать свою состоятельность, но мы готовы. В принципе, я вот отношусь к тем людям, которые работают над ошибками очень быстро, потому что надо скорее идти дальше, время не ждет. Я никогда не впадаю в депрессии, не закрываюсь в комнате, не плачу неделями. Вот, то есть... Вообще времени на это. Да, у меня нет на это времени как-то... С 2 до 6 ночи, да. В прынцыпе, вулічныя музыкі ў Беларусі, мне здаецца, таксама зараз змагаюцца за сваё месца пад сонцам. Яшчэ гадоў 5 яны ўвогуле былі, ну так, добра па-за законам. Апошнім часам гарадскія ўлады якраз такі паварочваюцца да іх тварамі і, здаецца, зразумелі, што это не проста неад'емная частка гарадскога жыцця, але ўсё роўна працэс іх легалізацыі адбываецца, ну, такім цікавым шляхам, але пра гэта мы не будзем зараз гаварыць. Юлія, амаль гадзіну працягваецца наш эфір. Мне здаецца, што пра ўсё, ну, натуральна, не пра ўсё цікавае мы пагаварылі, але шмат пра што. Калі шчыра, я не ведаю людзей, якія глядзяць зараз эфіры цягам, ну, якія цягнуцца гадзіну. Вось, таму гэта ўсё ж такі, ну, не ведаю, для фанатаў быў эфір. Вось. Сябры, наступным разам паспрабуем ўсё ж такі ўкласціся ў нейкія межы. Вось, Юлія, ці засталіся да Юліі пытанні? Гэта зараз звяртаюся да галоўнага рэдактара Белбіз Юлии Нехай. Всегда много вопросов. Но мне вот интересно было бы услышать твои какие-то мысли по поводу экзитов, поскольку стартап, он не только заинтересован в масштабировании, да, внедрении инновационных бизнес-моделей и прочее, но это, в общем-то, создание компании либо на продажу какому-то корпорации, например, либо выход на IPO и какие-то такие вот варианты. То есть какие у тебя вообще вот планы и стратегии в плане экзитов? Если говорить о Street Voices, этот проект изначально мы затевали под экзит, прям полный экзит, потому что здесь есть понятные игроки, которым это могло быть интересно, допустим, PayPal или тоже Facebook, или Airbnb, например, у них тоже есть целый раздел впечатления, который они продают вокруг своих квартир. И, ну, на это ориентирована команда. То есть наша цель — экзит, несмотря на то, что это проект очень близкий мне духовно, и в него очень много моих эмоций вложено. Но, да, хотелось бы, чтобы здесь все закончилось вот так, и мы просто гордились, и мы пользовались дальше, как и многие люди. А что касается Open Business и Pinkfina, ну, это тот проект, над которым бы хотелось сконцентрироваться и работать еще не 1 год, ну, просто там, возможно, впустив инвестора, если он потребуется. Но пока мы очень осторожно относимся к потенциально возможным инвесторам, потому что денег на развитие хватает, и
И хочется, чтобы это были смарт-мани, если они будут. Ну, вот. Што ж, сябры, гэта была стартапніца, новы праект Еўрарадыё Белбіз пра маладых прадпрымальнікаў і інвестараў, якія ў іх вераць. У нас у гасцях была фінансавы аналітык Юлія Лакаткова. Дзякуй за тое, што Спасибо вам. Да пабачэння. І, натуральна, галоўны рэдактар Белбіз Юлія Нехай. Юлія, Спасибо, Павел. И Юля тоже. Павел Свердлоў працаваў пры мікрафоне. Пачуемся на Еўрарадыё.